Досуг — это время, которое человек проводит вне своего занятости. Это одна из основных частей повседневной жизни человека. И повседневная жизнь человека, как было отмечено, делится на, если мы грубо говорим, делится на две части. Это рутина, занятость, и вторая часть — это досуг, то есть то, что, как отдыхает человек. И почему мы рассматриваем историки досуг, и это является одной из интересных сторон, интересных аспектов жизни, она помогает нам ответить на самый главный вопрос: кто же есть человек и какой он есть характер, например, да, вот какие-то увлечения, хобби и тому подобные вещи. В начале 20 века, если сравнивать с 21 веком, город Якутск, он был не такой большой в плане численности и как городской среды. Население доходило максимум до 12 тысяч человек, 11 тысяч человек в определенные периоды. Количество населения иногда было сезонным, то есть в летнее время было чуть больше людей, и численность горожан увеличилась в период ярмарки, то есть где-то в ноябре, в декабре и весной. Почему так? Потому что город Якутск — это был центром, где сосредотачивались все торговые пути, которые находились в Якутии. То есть это торговля с севером, Западная Якутия, Центральная Якутия, и город Якутск, он накапливал какие-то ресурсы и отправлял дальше. В основном, если пример брать, это бодайбинские прииски. То есть все продукты, материалы какие-то, они отправлялись в бодайбинские прииски, и бодайбинские прииски, они вот, ну, платили золотом за еду там, в определенный момент. Естественно, в этот период у нас становится очень такое интересное явление, то, что как отдыхали горожане Якутска. Опять же, все делилось в сословном понятии. Может быть, в каком-то ракурсе это неправильно, потому что сословие не является есть суть, например, как касты, да, то есть четкий регламент. Но все-таки, если мы говорим о чиновниках, если мы говорим о купцах, досуг у них был, в принципе, одинаковый, потому что одинаковый уровень доходов. Но тут маленькие нюансы, то, что купцы, они копировали какие-то вот элементы отдыха чиновников высшего света, дворян. То есть они там выставки, музеи, театры и тому подобные вещи. Если мы говорим о мещанах, то мещане, как отмечают этнографы, путешественники, они любили ходить в гости друг к другу. Ну, это можно понять, потому что суровые климатические условия, они, вот, короткое лето, мещане, они вот, занимались тем, что ездили друг к другу в гости. Было очень много газет, кстати, да, и очень много рекламных каких-то вот рекламной информации о том, что вот продукты, шоколад, например, рекламировали, какие-то нюансы. Был даже такой эпизод, то, что было объявление о том, что над озером Сайсар в определенный день пролетит аэроплан. И всех горожан приглашали на это зрелище. Получается то, что горожане любили какие-то вот яркие события, они любили массовые мероприятия. Ну, площади у нас, да, вот, например, они были направлены не только на как центр торговли или общения, но там у нас отдыхали, гуляли и проводили свое свободное время. Если говорить о досуге, то организации досуга, то у нас в Якутске очень популярны были первые кинотеатры, можно так отметить, да? Их было в начале 20 века сначала 2, и уже, считайте, уже конкуренция между двумя маленькими кинотеатрами. Ну, там не кинозал, там, чтобы там 100 человек сидело. Ориентировочно это было где-то 10-15 человек, и сеансы были короткометражки. Это заря кинотеатров. И до сих пор, по-моему, кинотеатры они не теряют своей популярности в городе Якутске. Самая главная отличительная черта современного Якутска от остальных городов России то, что в кинотеатр попасть в Якутске в праздничное время затруднительно. В других городах ты можешь спокойно прийти, купить билет, а в Якутске у нас вот с этим появляются какие-то нюансы, проблемы. И такая ситуация у нас существовала еще 100 лет назад буквально. То есть маленькие кинозалы, они вот конкурировали. Следующий вид досуга — это были у нас клубы.
Самый известный клуб — это у нас клуб приказчиков. Туда ходили все сословия, которые существовали в городе Якутске в начале 20 века. Это могли быть чиновники, купцы, мещане, учащиеся, ну, то есть все люди, которые непосредственно жили в городе Якутске. Отличительной чертой было то, что в этих клубах, этот клуб приказчиков, там можно было выпить рюмку коньяка, покурить сигару, поговорить о политике, почитать газеты. И получается такая картина, что иногда ставили какие-то театральные представления. И об этих каких-то мероприятиях, крупных театральных представлениях, каких-то балах, вечеринках писали газеты, местные, областные якутские газеты. И в этих мероприятиях, например, отмечалось то, что какой горожанин, писалась фамилия, отчество, например, Астраханцев А.С. В целях благотворительности отдал столько-то рублей. И эти рубли эта сумма начиналась от нескольких рублей и заканчивалась до где-то, Астраханцев, например, один раз заплатил где-то около 100 рублей. То есть хорошие деньги по тем временам. И это, естественно, благотворительность шла на дело приютов, которые тоже существовали в Якутске. И они шли на содержание вот таких моментов. Досуг — это, конечно, это еще выход на природу. Горожане любили выходить на природу. Это река Лена. И в сторону сопки, коренного берега, они выходили на какие-то вот современным языком выражаясь, на маевки, на пикник на природу. Это было вот любимым занятием горожан, видом отдыха. Следующий отдых — это уже отличается такой некой темной стороной города, потому что оно касается нелегальных видов отдыха. Это питейные заведения. И как мы говорим о том, что город Якутск является купеческим городом, торговым городом, то есть там вертелись хорошие деньги, большие деньги, и отличительная черта Сибири, сибирских городов и вообще в России — это у нас наличие каких-то питейных заведений. И Якутская городская дума с этим боролась, какие-то вот полицейские, тоже вот полицейского права она тоже занималась тем, что пыталась ограничить как-то. И это вылилось в чем? В том, что вот эти заведения, они стояли в пригороде. То есть не в центре города вот прямо стояли, да, а вот в пригороде они стояли, и когда человек выезжал, он уже определенно знал, в каких кварталах, каких вот окраине города стоят такие питейные заведения. Досуг. У нас в Якутске существовала библиотека, как я сказал, еще газеты. Газеты были очень разнообразные. Первая часть газет, было несколько газет, но они все были, скажем так, одного характера. Первая часть газеты состояла из новостей касательно из Российской империи, то есть все российские новости. Вторая страница, она касалась губернской каких-то событий. И третья страница, она конкретно города Якутска или Якутской области. И последняя страница, там шла вот реклама определенных товаров. Товары были очень различные, рекламируемые, начиная от зубных порошков, заканчивая порохом, свинцом, винтовкой. Как отмечаем то, что если сравнивать, опять же, наше время и город Якутск столетней давности, то в плане отдыха было несколько ограничений. Да, вот то, что вот увеселительных заведений было практически мало. Попасть было туда достаточно... Не всегда можно было попасть в это заведение. И мы говорим о том, что досуг, естественно, он занимался тем, что климат какой-то имел влияние. То есть не было таких длинных моционов по тротуарам, например. Якутская ярмарка, она начиналась в ноябре месяце и работала где-то до января. Что продавали? Продавали мамонтовую кость, мясо, какие-то промышленные, фабричные товары, которые были привезены из Центральной России, и торговали местной продукцию.
булочники, например, или какие-то скобяные изделия, кузнецы, например, продавали. И плюс еще на месте современного Кружала, центре города Якутска, были маленькие вот мастера, которые вот занимались там ремонтом обуви, починкой каких-то вот бытовых предметов. То есть это было очень такое интересное место, где люди собирались и обменивались какими-то информациями, слухами. Там ходил, например, полицейский, надзиратель, он смотрел за порядком. Бегали дети. Если мы посмотрим фотографии начала 20 века, сделанные в период ярмарки, то там очень оживление. То есть центр города — это был местом, где вот люди не только работали, но и отдыхали там, праздно проводили свое время. Следующее место, где они отдыхали, это помимо вот центра города и пригородов, это была набережная. Набережная в начале 20 века, она была не такая, как сейчас в данный момент, да, то есть там не было таких каменных мостовых. У нас был берег пологий, и люди приезжали смотреть на пауски. Что такое пауски? Пауски — это такие баркасы, личные такие большие лодки. Иногда были с парусом, но чаще всего были двигались с помощью весла и течения. Если мы смотрим на человека через призму, как он отдыхает, его досуга, то мы тоже приходим к выводу о том, что наши с вами предки 100 лет назад в городе Якутске, они с нами, с вами ничем не отличались от нас с вами. То есть они отдыхали, тоже любили ходить в клубы, в театры, читали газеты, ходили друг к другу в гости, устраивали какие-то семейные торжества. Также еще человек мог найти статью отдых по своему уровню образованности, по достатку и по своим интересам. То есть начиная от карточных игр и заканчивая какими-то театральными постановками. И при том, что человек мог участвовать сам в этих театральных постановках. И плюс еще мы говорим о том, что современный вид отдыха — это кино.